негизинен консультационный услуги дегенге көз карашыңыз кандай? Министрдин орун басары катары. Там очень мало заложено вообще консультационных услуг. Мы постарались вообще... Наоборот, смотрите, из 27 миллионов долларов почти 3 миллиона уходят на консультационные услуги. Это почти 10%. Как это может быть почти никчемным относиться? Я извиняюсь, там это не консультационные услуги, а больше обучение, потому что каждому, допустим, аильному аймаку будет выдана определенная сумма именно на поддержку обучения, именно да? стартапом, вот таким. Жоқ, түшүнүп атам. Ушул көп эмеспи, ушуну кыскартып, биздин айылдын аймакта ашып кетсе 11ден 21ден депутаттар бар айыл кеңештин. Айыл өкмөтүнүн ичинде ашып кетсе 10 сотрудниги бар. Ошолорго бардыгысына ушул 3 миллион долларды коротуп үйрөтүүгө, ошол айылда жашаган адамдарды айылда кандай жашашты үйрөткөнгө кереги бар ушунча акча корот. 2,7 миллиона долларов уходят на консультационные услуги. Тогда как на 15 садиков в один айыл өкмөтү уходит всего лишь 150 тысяч долларов. Вы как заместитель министра, как считаете, расходовать такую сумму денег на консультацию и расходовать такой мизер на частные садики? Уважаемый депутат, можно я предоставлю слово представителю... Нет, просто я хотела, чтобы они объяснили, потому что мы этот вопрос насчет этого все ясно. Просто вы как заместитель министра, ваша позиция именно в части расходования 10% от общего кредита на консультационные услуги. Вы как замминистра, как это считаете? Но это же зависит именно от объема работ. Мы же не можем говорить, это много или мало. Это же зависит именно от объема работ, да? Это для вас нормально, то есть? Но почему нет? Потому что там очень много расписано тех вещей, которые они будут делать. Это не просто мы им там подарили или отдали, это действительно продуманная такая стратегия по обучению. Но из 27 миллионов долларов почти 3 миллиона это много, имейте в виду.